Платформа «Единство мысли» провела в Стамбуле протест против политики Китая в Восточном Туркестане. Участники акции с флагами Турции и Восточного Туркестана собрались у мечети Эйюп-Султан. Выступивший от имени организаторов глава платформы Кюршат Миджан сделал следующее заявление. Более 3 миллионов тюрков, содержащихся в концентрационных лагерях Китая, которые ничем не отличаются от нацистских, подвергаются пыткам, ассимиляции и геноциду. Их заставляют отказаться от своей идентичности, религии, культуры и стать похожими на китайцев. Мы призываем Исламскую организацию сотрудничества, общественные объединения, комитеты по мониторингу прав человека и всех, кто утверждает, что трудится во имя справедливости и демократии, приступить к активным действиям для предотвращения несправедливости и произвола. Десять американских сенаторов во главе с Маршей Блэкборн обратились во Всемирный олимпийский комитет с заявлением о том, что нарушение прав человека со стороны Коммунистической партии Китая несовместимы с принципами Олимпиады. Сенаторы, в том числе и Марко Рубио, призвали главу комитета Томаса Баха пересмотреть решение о проведении Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Ранее в комитет не раз поступали жалобы на китайское правительство, которое под предлогом обеспечения безопасности во время Олимпийских игр применяло жестокость в отношении уйгуров, тибетских буддистов, христиан и борцов за права человека. После появления сообщения о том, что Мировой валютный фонд согласился выделить Китаю кредит, президент США потребовал прекратить выделение средств для Пекина. Китаю будет выделен кредит с низкой процентной ставкой, которая составит от 1 до 1,5 миллиарда долларов до июня 2025 года. Через день после подписания данного договора Трамп опубликовал в социальной сети следующее заявление. По какой причине Мировой валютный фонд выделяет Китаю кредиты? Как это понять? Китай имеет достаточно денег. Прекратите выделение средств для Пекина. США и Иран при содействии Швейцарии обменялись задержанными. Иран освободил американского студента докторантуры, а США освободили иранского профессора. В сообщении министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, опубликованного в Твиттере, указывается, что профессор, пробывший в американском заключении в течение года, в скором времени встретится со своей семьей. Зариф также заявил, что Иран передал Швейцарии Ксю Вонга, являющегося студентом американского университета Принстон. Вонг был задержан по обвинению в шпионаже и осужден на 10 лет. Заявление по данному вопросу поступило и от президента США. Забастовка французских работников, выступивших против пенсионной реформы Макрона, продолжается 4-й день. Акция, в которой с первого дня приняли участие свыше 8 тысяч человек и сотрудники многих секторов, парализовала привычный уклад жизни во Франции. Отменено большинство железнодорожных рейсов, во многих городах появились затруднения с передвижением из-за пробок. Полиция Франции, которая применила силу, столкнулась с осуждением мирового сообщества.